В эфире БСТ, передача интервью, студии Тимур Давлетов. Здравствуйте. Итак, в последнее время мы часто слышим жалобы от граждан, которым банк заблокировал карту или отключил онлайн-банкинг. Тема крайне чувствительная для человека, неожиданно оказавшегося в такой ситуации. Это не просто технические неудобства, а серьезные ограничения в повседневной финансовой жизни. С кем и почему это может произойти и как это исправить, нам готов ответить Наиль Вакильевич Габидуллин. Это заместитель управляющего отделением Банка России в Республике Башкортостан. Наиль Вакильевич, я вас приветствую. Здравствуйте. Ну и для начала хотелось бы, чтобы вы пояснили для телезрителей, вот дроперы, кто это такие, откуда они берутся? Дроперы – это люди, которые вольно или невольно, но в большей части вольно, становятся посредниками между обычными гражданами и между мошенниками, предоставляют им свои платежные инструменты, те же самые карты, либо мобильное приложение, для того, чтобы похитить денежные средства жертвы. То есть, получается, дропер может стать, по идее, вообще любой желающий, там, любого возраста, любого социального происхождения человек, да? Ну, не любой, а тот, кто не задумывается о последствиях этого, да. То есть, кому нужны легкие деньги, легкий заработок, будем так говорить. Наиль Вакильевич, скажите, пожалуйста, по каким причинам банк может заблокировать карту у своего клиента при переводе, там, допустим, денежных средств? Банк обязан отслеживать подозрительные операции. Как правило, у человека операции по банковскому счету, они достаточно традиционные. Вот он получает зарплату, он оплачивает услуги ЖКХ, покупает что-то в магазинах, продукты, какую-то технику. Но если вдруг он начинает переводить полностью всю свою сумму на чужой денежный счет физического лица, которому он никогда не переводил, соответственно, банк обращает на это внимание. Либо перевод осуществляется с того устройства, которое до этого никогда в привязке к его банковскому счету никогда не использовалось. Либо перевод осуществляется в нетрадиционное для этого человека время. То есть он в течение дня обычно осуществляет переводы, да, а вдруг решил это сделать в 3 часа ночи. Соответственно, банк приостанавливает эту операцию и задает вопрос этому человеку. Оператор у банка спрашивает, а действительно ли вы этим занимаетесь и не находитесь ли вы в этот момент под влиянием мошенника. Банк также может приостановить такую операцию, если этот перевод будет осуществляться по реквизитам, которые имеются в базе Банка России, в базе дроперов, так называемой. Существует так называемая база дроперов. Что это такая за база данных? Много ли вообще там человек находится и как она сформировалась, образовалась? Ну да, база дроперов — это такое название в простонародье. На самом деле она называется база данных Банка России о мошеннических операциях. Ведет ее, как уже понятно, Банк России. Формируется она за счет данных, которые предоставляют как кредитные организации, так и правоохранительные органы. На сегодняшний день там порядка 200 тысяч записей, но это не 200 тысяч человек являются у нас в стране дроперами, да, то есть, а записей просто может быть больше, чем количество физлиц в ней участвующих. То есть примерно вот из этих цифр можно понимать масштаб проблемы этой. Наиль Вакильевич, скажите, пожалуйста, если человек попал в так называемую базу дроперов, как ему оттуда выбраться? В этом случае нужно обратиться в свою кредитную организацию, которая в свою очередь обратится в Банк России с запросом относительно данной финансовой операции, этой сделки. Да? Банк России рассмотрит эту операцию, если действительно она является мошеннической, а рассматривает это заявление Банк России в 15 рабочих дней, не более 15 рабочих дней, тогда, соответственно, он подскажет, вы можете вернуть эти денежные средства пострадавшему, и тогда запись у вас из этой базы данных будет исключена. Если же информация уже является основанием для возбуждения уголовного дела, соответственно, вам Банк России подскажет, с каким отделением полиции вам нужно повзаимодействовать. Вы во взаимодействии с этим отделением полиции закрываете там свой вопрос, и вас также исключают из базы дроперов. В сводках нашего регионального МВД всплывает информация о том, что предотвратили там попытку перевести денежные средства мошенникам. То есть сотрудники МВД потом вот эти лицевые счета, вот эти номера карт, они передают, получается, Банку России, и вот это все складывается в этот банк дроперов. Да, это база данных, это
плод совместного труда двух ведомств, как МВД, так и Банк России. Информация из уголовных дел поступает туда, информация от кредитных организаций также поступает туда, и, соответственно, оба же эти ведомства, ну, вернее, даже не ведомства, а финансовый сектор и правоохранительные органы пользуются данными из этой базы данных для того, чтобы своевременно пресекать планируемые преступления. Скажите, пожалуйста, а вот в эту базу данных дроперов может ли случайный человек попасть? Ну, каким-либо образом? Нет, это миф на самом деле, то есть случайно попасть невозможно, потому что все записи в этой базе данных, они создаются, допустим, из заявлений потерпевших, из обращений банков, просто так там ничего не придумано. И более того, Банк России, когда к нему поступает эта информация о какой-то неправомерной операции, он в соответствии со своими внутренними алгоритмами проводит проверку, опрашивает банк-отправитель платежа, банк-отправитель платежа, банк-получатель, соответственно, случайности здесь быть просто не может. Скажите, пожалуйста, вот какие типичные сценарии попадания в базу вы видите на практике? В базу дроперов? Да, базу дроперов. Ну, наиболее частые случаи, они связаны все-таки с молодежью. Да? Во-первых, молодежь, она менее трепетно относится к потенциальным рискам, которые могут ее ожидать впоследствии. Да? Из вот недавно, как мы, наверное, все знаем, эту статью криминализовали с середины прошлого года. Соответственно, молодежь еще не успела оценить, что это на самом деле является уголовным преступлением. Второе, это то, что молодежь больше она живет в коллективах. То есть вот есть коллектив, это класс. Это курс в колледже, курс в институте. В этом обществе, скажем, маленьком, может появиться некий мамкин бизнесмен, и он приходит, значит, к себе в класс, да, и говорит, вот, то есть видно его внезапно свалившееся на него богатство. Он стал ходить в более дорогие кафе, у него появляются какие-то дорогие вещи, и здесь он проводит такую некую рекламу, да, о том, что вот есть, оказывается, достаточно простые способы для того, чтобы заработать деньги, и начинает вовлекать в эту деятельность, вовлекать в дроперство своих однокурсников, своих одноклассников, да. И, ну, это получается примерно как яблоко, да, в яблоко попадает червячок, и если его оперативно побрызгать удобрением, значит, червячок погибает, яблоко остается целым. Но если это оперативно не сделать, то есть вот мы, ведомство, это оперативно не сделают, то яблоко тогда сгниет полностью. Соответственно, нужно вот родителям обращать на это внимание, если вдруг у их ребенка, да, или преподавателю в школе, в классе на это обращать внимание. Если у ребенка вдруг появляются какие-то непонятные вещи, непонятные доходы, нужно поинтересоваться у него, откуда это все у него берется. И иметь в виду то, что это несет попадание в список дроперов, назначение уголовного преступления, это на самом деле очень серьезные последствия для человека. Затем ему будет очень сложно, если не сказать, что невозможно, устроиться, например, на работу, да? Особенно в госорганы, например. Ну да, и чтобы это потом не переросло в сетевой маркетинг. Да, да, вот обобщая мною сказанное, значит, наибольшая проблема, она как раз вот в этом случае находится в среде молодежи, та, которая живет коллективами. А вот какие ограничения применяются именно тем, кто все-таки попал в эту базу дроперов? Их счета полностью блокируются? Основное ограничение должно быть направлено на то, чтобы этот человек не создавал больше других проблем окружающим. Да? Соответственно, для него в первую очередь важно отключить дистанционное банковское обслуживание. Но это такая достаточно крутая мера. Как правило, банки либо отключают переводы, и, как правило, это сумма переводов, которые превышают 100 тысяч рублей. То есть для текущей поддержания жизнедеятельности человека этой суммы как будто бы вполне достаточно. Ему запрещается брать онлайн займы микрофинансовых организаций. Он не сможет, естественно, переводить денежные средства на счета других каких-то дроперов. Вот в основном эти ограничения с этим связаны. Но он может в любой момент прийти в банк с паспортом и в офлайне совершить любые операции, которые позволены законодательством. Наиль Вакильевич, понятное дело, что и сотрудники МВД, и сотрудники, эксперты, да, Банка России ведут плодотворную борьбу с дроперами, да, и их последователями. На ближайшее время есть ли какие-то новшества, ноу-хау, которые будут введены, возможно? Да, у нас в недавнем времени был принят закон, который внес изменения в основном в закон о связи. Да? И сейчас, значит, разрабатывается
между ведомствами, между финансовым сектором и между Минцифрой, между операторами сотовой связи такая платформа, которая в простонародье называется Антифрод 2.0. Вот эта платформа позволит объединить ту информацию, которая находится в финансовом секторе в отношении злоумышленников, да, информацию об операциях, мошеннических операциях, и информацию об используемых номерах сотовых телефонов воедино. И тогда правоохранительным органам, а также операторам сотовой связи, у них оперативность выявления мошеннических сделок будет намного выше, нежели чем когда эти информационные массивы существуют автономно друг от друга. Вот вы говорили о том, что вот в школах, да, могут сформироваться, так скажем, несостоявшиеся дроперы. А еще где отслеживает ли, может быть, Банк России, или есть ли информация от коллег с МВД в каких-то закрытых телеграм-сообществах, там, в каких-то закрытых каналах, может, обучение там они проводят? Ну, с этим даже вот лично я сталкиваюсь. Вот есть различные чаты, которые я использую, каналы, да, которые используются мною в моей повседневной жизни. Я вижу, что время от времени, особенно в ночное время, там появляются объявления о том, что куплю вашу карту, куплю ваш доступ к онлайн-банку. Естественно, администраторы этих чатов с той оперативностью, если они не спят, они оперативно удаляют подобного рода сообщения, да, но учитывая, что доступ в такие чаты, он в основном осуществляется по приглашению, то есть не нужно там каких-то рекомендаций для того, чтобы попасть туда, соответственно, это происходит так достаточно часто. Естественно, в интернете с такими вещами борются, но они, тем не менее, есть. А что касаемо самих банков, да, крупных наших российских, они активно, получается, используют базу данных Национального банка, да, вот, для выявления вот этих схем возможных, мутных, дроперских? Банки действительно активно используют эти данные. Об этом говорит то, что сумма предотвращенных кредитными организациями операций, она исчисляется триллионами. И сумма похищенных денежных средств по сравнению с тем, что предотвращено, она не превышает даже 1%. То есть эффективность деятельности как кредитных организаций, так и сотовых операторов, она высока. Ну и в завершение разговора, Наиль Вакильевич, вот несколько советов для телезрителей телеканала БСТ, как не попасть, не стать дропером, не попасть в лапы к мошенникам, тем так называемым. Во-первых, никогда никому не передавайте свои банковские карты. Не передавайте никому доступ к своим банковским мобильным приложениям, да, потому что сделки, которые будут осуществлены посредством этих, это будет вашей зоной ответственности. Нет такого понятия взять в аренду банковскую карту, взять в аренду, значит, доступ к мессенджеру какому-то, да, все равно в конечном итоге вот за то все, что пройдет, за те операции, которые пройдут через этот счет, за это будет нести непосредственно их владелец. Вот этих правил нужно придерживаться основных, и тогда вы не клюете на какие-то обещания подзаработать, да, то есть бесплатный сыр, как мы все знаем, он бывает только в мышеловке. Соответственно, вот на такие принципы, способы заработка, на них реагировать не нужно. И достаточно традиционные советы, которые связаны не только с дроперством, но и не для того, чтобы в принципе не попадать под влияние мошенников, да, это нужно установить все самозапреты, которые законодатель, который государство сейчас уже предлагает нам, простым гражданам. Самозапрет на кредиты, самозапрет на выпуск дополнительных номеров сотовых операторов. Вот если человек сам будет бдителен в этом относительно своих финансов, да, тогда он не попадет ни в дроперы, и он не потеряет свои денежные средства. Ну что ж, спасибо большое, что нашли время, пришли к нам в студию, ответили на вопросы. Действительно очень животрепещущая тема. Я же напомню, что у нас в гостях был Наиль Вакильевич Габидуллин, заместитель управляющего отделением Банка России в Республике Башкортостан. Я же на этом с вами прощаюсь, но вы не переключайтесь и оставайтесь на телеканале БСТ.